Аспигалда. Нормально шалаш. Ну да. Спасибо. Адезем да швалнелар тұрмында маскаға сейчас, а маска. Все. Профессия художник. Күрәді. Үрегун болдар, хаклы ханатем. Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас на Тарханской земле. Вот уже который раз собирает вас любители искусства Тарханская земля в честь великого мастера Алексея Афанасьевича Коколя. 110 лет зарождения профессионального изобразительного искусства Чувашии. В 1912 году в Петербурге высочайшим определением Российской императорской академии художеств Алексей Афанасьевич Коколь первым из Чуваш удостоен звания художника, ставший по праву основоположником профессионального изобразительного искусства Чувашии. Алексей Афанасьевич Коколь – живописец, график, профессор, первый чувашский художник с академическим образованием. Тебір палы события. Алексей Афанасьевич Коколь профессии дипломне илнерембе шырвыны жыл. Онан де бірде білек бір чайный картина ба сиғынна. Чайный картина унан піреміш профессиялы өзі. Шамбада шак күн бол керінжен виде сумна десе қаласы келеді. Онан де он баяндан сынақта профессиональный художник ятны елтіне бол. Ол керінжен виде балы заман. Шак ятпанде сире пульнеде шынмалдан тазымаге. Шак мероприятие интернет болсын. Пульнеде ырлық сылық Коколь яджын де олмағыла да адаманза бұдыр. Коколь жебе қызық анаган тұсу бәшем, паян тадақ, кембек бұрым жула кіскетсе, бір бан тұрған gəlінде. Шыныбек темде зәк банкалар респандура дұқсағалаған земде, шырбуны жуғайла Алексей Алексеевич, Алексей Афанасьевич, алыне мелегалас художник тезе илеген хутне Шыныбек темде. Шак Алексей Афанасьевич Пирмбатыра Суралны жіне бір тернебекте сауна пыр, шәбірдер сауна бұла тересілерінде тұрған бергеде нумай енре, нумай сержевра піле бұстарыз. Шақында қалсақларашын тавзамаға шақ кесе құтқатса егелесі тұза бұраған зіне. Кына немледе аза елдермезір бұлма бұдарымасып, берін Лев Пантелеймонович Кураков бергенде онде бұрды пөлсімін болдыр. Владимир Александрович Васильев берге, бізден құтқатса еман бұлны бұзанны шақса месен тұза бітнесесе бөлінде. Туза ғуны пәрре, дому садве берге бір манзағайман, шақар бірзіне мәлеғала садаламдарза ергеле зарашын. Ку шақ объекта демелі бірін падеренде турист маршрут едекетленде, бір шанзақ тарапыр халде жинзем жүресі, қауырда бұрадыр күндат пірәде юрқ үзағайман, шапшы тазадырат көшінзем жүрейінде білдіредінде, и республика маршрут негіртсе де, нумай пула сүнержізем жағында кезе бұрза, сәгін Полторулы кезембе балашса көзік сәмбе көкілзен бұлашса шанзақтыр апырынде. Шыныбекте сақалма ресте дұрымыр бұл сәк көкіл ядебе. Но тумалы зем шыныбекте дада нумай сәк көкіл ядебе ұзығырза ебір сәк тұрған дәл тұрығындех нумай сені ебалазен дұрымыр дезен де терес бөлінде. Культуру жүдесіне, тада ұты ябалазене сөнелек күдемір. Если Коколь яде бұлман бұлны бұласын тадақ, сәк ябалазен бұлмасы бұл дезен тересі де бөлінде. Бірінші вашсам өмірек бұлны. Ханазем келес бұласын шүрт ере, ялдыежа района тербейлемеле дезе. Вот сәгі Коколь бәтіне кезе анатисаны, хамыр ене пұқны, хамыр ене тада ұрық күшпа пұқны, келзе кайны ханазем. Бізден шұқыш күмілізіне күрза малла адалмай перевет чыннебекте выбарать. Вот пан шак бұғат паузы күрза, вот пирім күшімірді шак Коколь падерел жын, нумай эстуны жын, падерел әтіне нумай сүле-сүле шаклене пулдарны жынна. Пирім районды шак жал тоқырын берек чулдылар же, шак тоқырын берек чулдыларының неде қаллаза, яло район жон, район тисне сыклес тезе нумай сензинзене, я берсак падер районе тоқырын билік шу житне медальне тислама
ежин нөмірінде. Исяк панги вақыт паузу курза, мана ерік барзамыр, бирин юлдажа Васильевич Гаврилович Кервене, сяк медаля парзачи самашкан. Шамба Василий Гаврилович дуругына сылық падыр, сирен кужырда, сене шуғырсем, сене юрызем, тогда сене сатязем дұқмалар болды. А юратна хамыр падере районе несен манзараймалан болды. Тавак сире, bu mandrın birikitmeye bala buldu. Siz tunajın kapla nafta kuzuptav malашнеде хаттар падриелжен турганжын хаттар иштемеш шандарады. Тавак сире. Азмалық фотография бар. Тогда будь. Тавак сире. Тогда кому фотография сделал? Дорогой Рудольф Васильевич, дорогие тархановцы, дорогие гости, сегодня очень значимое историческое событие. 110 лет зарождения чувашского профессионального изобразительного искусства. Сегодня в Тарханах создан прекрасный музей, создана впервые, единственная в России и в союзном государстве сельская картинная галерея художников России, Белоруссии. Она сегодня пополнится и картиной кыргызских художников. И, конечно, мы благодарим руководство Баторского района. Почему? Потому что только благодаря им стали возможны такие большие изменения в культурной жизни не только Чувашской республики. Сегодня, в этот день, у нас отмечают 189 художников в самых разных республиках, которые побывали на Койкельском международном пленере. И нас сегодня поздравляют художники Беларуси, Кыргызии. И нас поздравляет сегодня руководитель, председатель комитета комиссии по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, академик Российской академии образования Сергей Львович Кандыбович. Поздравляю вас с таким замечательным праздником. Спасибо администрации Баторского района, спасибо администрации Тарханского поселения, всем тархановцам, Салмину Геннадию Алексеевичу, Александра Аверкивне огромный привет, потому что они все здесь делают. Спасибо вам. Тавак sana. А куда все фотографа? Давай. Иди туда. Ты там будешь. Давай. Ты там впереди должна быть. Ты же здесь. Наталья Борисовна, туда. Все свои идеи можешь потом. А в конце-то вообще... Сказали, что будет как бы вторая очередь. Ну, вон, усадьбу сзади как планируем. Это для... Рудольф Васильевич, вы знакомы с ней, да? Да, конечно, Наталья Борисовна вспомнила, да. Получается, усадьбу, там что будет? Да, у нас что будет происходить? план, этот проект есть, смета есть, полностью сделан. Мы вот сейчас ищем варианты, по какой программе вытаскивать. Думаю, сейчас вот по инициативе, наверное, может. Земля на нашей здесь, если поселение, тоже время, да? Район. Район Зинди. Все равно, хотя более с Янгара зелено, правда, где не видно. А, наверное, выставочный зал будет, да? Рассматривается. У нас тут не под рукой этот?
Вот этот план. эскиз. Выставочной галереи. Вот заходи. Внутри современное, а снаружи старое. Это музей под небом. Владимир Васильевич, по проекту, повторюсь, вот первоначально планировалось вот это сделать. Первоначально. Первоначально. Потом уже в конце, когда мы были с тобой, помнишь, да, у Удякова. Удяков задал вопрос, что вы хотите делать? Вы хотите поставить этнографический дом, этнографический, или хотите сделать музей Кокелю, художнику? И если мы сказали, когда вот были с Еремеем, сказали музей художнику, тогда переиграли. Вот этих всех, он там у него там не будет, у него в плане. У него в плане здесь вот этот дом, здесь планируется, здесь у него запланировано многофункциональное здание, которое будет для лекционной, для экспозиции картин и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь будет все. А здесь запланировано, здесь вот ротонда, и вот здесь вот все площадка. Здесь вот этих ничего там не запланировано. Строительство. Нет, зачем? Вот зачем какой-то зал что-то делать? Мое видение. Сейчас у нас и клуб, и остальное там проводи сколько хочешь. Мне как-то вот так надо оставлять, наверное. Ну, такое уже здание оставлять, и чуть внутри по-другому назначение, как вы сами говорите, вот так надо сделать. Лучше, наверное. А зачем конференц-зал здесь сделать? А что мешает, допустим, клубу это мероприятие? Развитие людей, Да. туристов, Да. детей, потом, допустим, такие взаимообмены, допустим, педагогов, студентов. Вот потому что, смотрите, Алексей Афанасьевич все-таки очень долго преподавал в Харьковском институте. И художественно-графический факультет, отделение сейчас, факультет художественного музыкального образования, получается, его ученики организовывали. И поэтому вот эта линия, она должна, наверное, как бы и продолжаться, да, и тоже здесь. Многофункциональное какое-то помещение, где, например, какая-то мебель, да, такая ее поставила, пики. Хорошая идея, конечно, надо подумать. Потом, допустим, стены, они, естественно, тоже будут работать. Это могут быть выставки, это могут быть информационные стенды, съемные. Когда нужно, среда будет работать, вот и стены будут работать на ситуацию. Хорошо. Вот, главное, чтобы он не пустовал, народ сюда шел. Да. Я почему? Я не столько не хочу так делать. Может, я на самом деле некоторые вещи не понимаю, но каждый интересный должен быть специалист. На самом деле, сейчас выслушал, как-то тоже хорошая идея. Я вот с другой стороны я посмотрел. Сейчас мы планируем капитально отремонтировать Тарханскую школу. Там залы, остальное, что ты там позволяешь. А зачем? Нет, я рассуждаю только коллеги, я не говорю, не надо сделать. Надо думать, сейчас построить это одно дело, а что, если он будет пустовать, школа, там детей нету, актовые залы, спортзалы будут пустовать, тут сейчас опять какой-то зал построить, опять тут будет пустовать, там культурно-досуговый центр, там у них огромный зал, и там будет пустовать, а только вот от этого, коллеги. Я с этих соображений только. Владимир Васильевич, вы приедете в Чебоксары, с Шуляковым встретимся. Вопросов нет, следующий архитектор, послушаем его тоже, что скажет? Нет, так, коллеги, вот когда туристические маршруты на самом деле строим, мои видения. Тут Кокель, это основа основ, тут вопросов нету. Да, все посвящено 4-5, и в то же время как-то чем-то привлечь надо этих туристов. В то же время, вот в этих же, я не знаю, какой-то, согласен, выставочный можно сделать, и в то же время с пирожком переговорить, какой-то, продажу вот этих всяких, и этих, может, сувениров, вот такие остались 4-5. Тогда человек, я насчет туристического скажу, я даже менеджер я должен зарабатывать деньги в то же время. Нет, это обязательно надо включаться. И чтобы человек сюда пришел, мог сказать, там, это буду покупать, и там, улитерапии там могу полежать. Ну, примерно на самом деле. И в то же время условия там, и санузлы, и туалеты, и где покушать в то же время. Вот, и кафе может, дальше в семье может зарабатывать его мазурка на то же время. Вот как-то совместно надо посмотреть. Конечно. Когда все это задумывалось, у тебя вот как раз с пирожковыми связывали этот момент. Кафе обязательно. Кундан у тебя сразу напрямую гайму было. Улитерапия, да. А кундан, пахчак гизиндеш. Тухмалада и камелева марне. Кафе обязательно. Тут и туристов, и художников, и обучающих обязательно надо, конечно. Вот если Комплекс. туристы будут приезжать, можно подключить кафе, уже готовить обед и так далее. Тут тем более кафе есть. Вот нам единственное сейчас надо здесь сделать
или все же вот это, экспонаты все, музей сделать из этого. Это сейчас... Ну, уже требуется, чувствуется, это что экспозиция. обновление. Да, нет, Обновление. это вообще капитально сделали, колоссальное. Нет, дальше дополнять, дальше имеется. Да, Что на скорую руку мы делали. Может быть, этнографическую часть разместить где-то. Музей, может быть, конкретно копий, чтобы здесь был, чтобы была как бы кусочек его мастерской воссоздана. Наверное, фотографии есть. вот его мастерская. Что он есть. Валентин Борисович, вот кусочек, вот Это кусочек, всё в кабинете вот у него. его, это же, да. Масло, А, черписные, краски. А, вон как, вон. Да, видишь, в белом. Вот Прорепин там покажешь, у него тоже примерно Такая же, такая это конец 19 века. Свободно работает. Это стол, получается, столик как бы. рабочий стол. Да, художника. Да. Смешиваешь. Вот тут вот Наталья, краски выдавливаются. Наталья Борисовна, смотри, вот сохранились, вот это все отдельно должно быть. Там, у него там сохранились там краски, сохранились, у него там сохранились. Он любил фотографировать, это его Да. Вот смотри, чашки, все вот это все, каждый у него бесценный. Вот смотри, это же изумительно бесценные, это вообще им цены нет. Же на аукционе знаешь сколько стоит? Вообще. Ага, Берзилер. Она görmezde bu havlu. Ana görmevinde nasıl? Görmezde burada. Как же мне? Kapşon ne güzel. Тебринчин даватны, как же мне кна? Сывлах Сунадов. Владимир Федорович Перлова, Афган варжинче паттерн пушхуны салдага азынца яланах чисто ватпыр. Эбир шенеору, паттерба мынашланатпыр. Везем сыхланы килес шуткуна, везем сыхланы халық телене, нихшанда манмеш паттерзен ятне, везем шыклеші маншы живчесне, щук, шендерюші паттыр вермень, улмрамырдан коллег шыкленче, унуменчень, эсхожан ирдень, уча дайма, чеже хума, анманже. Халчелик мал, да? Да. Валерий Иванович, халчелик мал, да? Çeliksen okuma aydat pırsırı hal. Давай вместе. Вместе давай. Тоже хальтебер вместе гиллер. Все хузели преподавано. Да, kurna. Фон барон. Фон барон не выкин. Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый день, уважаемые гости. Вашему вниманию представлены проекты наших школьников. Картина из атласных лент. Она заняла призовое место в районе. Пожалуйста, ознакомьтесь. Это ваши воспитанники девочки? Да, наши школьники. Это работы из природных материалов, работа на станках, пожалуйста. Резьба по дереву выполняется мальчиками у нас. Плетение из газетных трубочек также. По вашей инициативе мы участвовали в молодежном проекте «Ярмарка идей». И мы сделали макет благоустройства школьной территории нашего двора. Прошу ознакомиться. У нас некоторые элементы уже есть, например, фонтан и скамейки. Но необходимо нам достроить сцену для проведения мероприятий, торжеств, пленеров, которые у нас ежегодно устраиваются. Также уличное освещение и уличная библиотека для досуга наших школьников и сельской молодежи.
Ну, это малыш, эту сцену надо посмотреть, надо с учетом ремонта, капитального ремонта, он тоже смотрел. Конечно, что в 2 раза не переделать. Сейчас в Чешме же Совет Батыр сделали, сперва тоже построили сцену, никак он не вписывает здесь, пришлось переделать. Ну, торопиться не будем, конечно, надо. Молодцы, молодцы. Ну, значит, правильно, да, бумаги? Полина, пожалуйста. Полина. Сына шахстында эпирге давлышар операцияне худшина патырсене халаллады. Шкул выходенче те кулдарулы кулнаскер хызене тываншы жығуменче, тивеше паянки кунда, тюрокомыла курнышласа пыраща, ага высынчен пыре маным пече. Алексей Владимирович Башмаков, тогда Олег Александрович Бахнисов, я давлышар операцияне худшинца, Суворов ячеле медале, тивешле пулчеш. Паянхи кун турган тарахинчен буна шамрак мобилизацияление. Чаныбекте монашланат парибир хамар баттарсембе. Таванша живен уменьшить тивеше пурнышласа, шингерюбе таванаса шанат пар. Молодцы. Игебенде шелемеки машула, Шабаш республикинче мухталы нежден шудалык не халалланы. Шабах кажат жул, чукуйхин фунбатты машинче профессионалы, сонарлы, үнер. Адаланы шарвуна жул житры, шарвуна жул гайла Алексей Кокеле художники от небана. Вла. Чабаш янре профессионалы, сонарлы, үнере негислегенеде. Турган шкуле республикари, чибады шкул зенчем Парижу тланай. Берензе дурсагай на выпускник сень, шуджи дежу. Хальгипова травы земшер живы, терлегаде зенче, бой хураща. Шак стенда и бир мухтавы ендерсене галаларыма. Безем ушинче палы художник Алексей Афанасьевич Кокель. Композитор Анатолий Алексеевич Петров. Чаваш республики Тавадивышле Вареньегенезе. Виталий Михайлович Гусев, Валентин Порфирьевич Сергеев, Петр Васильевич Андреев, профессор Владимир Александрович Васильев, Ширабжа Василий Гаврилович Кошкин-Кербей, Шаванбегех Ялхушалых Эсченизем, Шаршинизем Непур, Монаштанат Пурхамар Индешсембе, Тавдабуш и Тленишек. Сирейбир Алексей Кокин-Шинден, театрал и композитор Пахмар Санейтбер. Паят хода почересіде шутуарым. Тенлік шейжін узылы булем. Анжақ бін чухлы тұрышсан да самаях пумарышав. Ах, ваниш, ывыла урамайзе духарха, тен учысылыш паха буле. Анжақ ашу ғадар мар. Ал, инжертрен киліні тұқтырсен килсен дырық шүлеші. Бізіне асан владеші. Шав тұқтырзане перед ывыла гдарсан плаях плаче. Яла тұқса керес. Тен тел болып бізіне. Ая. А де вы, Алексей? Аля. Утром, утром, у меня не баду. А не мана куголь бачы. Сана мана, интрини мана. Сана, мана, берех мариха. Перехмар, кугульнянче габаду. Анжақ сав пужы бачы. Пушибегеле, дежапром. Келеса перче бачы. Перчечо бадым. Мен чехине шица едине, Алексей. Эх, шолы, біляма лайықта. Ман вара үкерес клет. Ага, аннерен вартын комры гидім. Комрыпа барланы ябалзыне, они шузаяма евердей. Кебе еме дұхынма шукрақшав. Алексей, есманчине аншиленде, әнер стулыпте түзіне шөмерде. Атте шинышне кезеплеме білмесінде, зә азыға тарджы. Шу, ебімге энерек мансагайын. Ман вара терлете сымбе үкерес клет. А, шағыдана, курадыны, күз үкерчексен да вас клет. Турхан шинесіне савындарасышы. Эпине бурама дұхынға. Алексей, ывылым, май пуча хазана. Бери шундарать. Эх, тінче, мәллеха шапла, халыха вышлых казать, хороша жир жүрет. Кучер бірге сывая машиниса де каважа шажал. Эй, дурышым, берін ывыла сыватсам. Ашы деги мерішке.
Амаша, шухатрын бульмана. Питер Гулунжен, шинсене эпидемирен сватма, медицина институтынжен, студентсене яны. Вазем часах элекшей батнеде келешші. Чапай. Ага, шитерштевзе. Кеме юратшы? Юрат, ирдер. Керер. Бірін ерекше есі вадасычы. Вырын шинченде тұрайме болучы. Мен ятлыға есі. Элекшей. Итлесе бұғарға сана элекшей. Сывла. Ан сывла. Шаврынға. Сывла. Ан сывла. Сывлама бұлдарадын. Шанчык бұр, Петербурга есі қаймала. Сывадат бар. Мен чухлі хитрее герчик. Икона зем дада. Теренмелер. Ками герне шипыны. Кына бірін ерекше югерне. Матур. Апла болсан гуачана. Петербурга езех каймала. Вырасы палы художником Иван Репин алыне бамала. Чибер булыр. Хулана кайма хадерленер. Чибер, тавда буш сире. Озатса керар. Зацанерар. Лекшей, сана инче изигаешкер атте. Манзумба бума юради. Шо, эскилдер хил, а тебя они не булыш. Самозащите терлей загавит. Эх, булар. Көрледен яйну, Алексей Петербурге изигаештеріш. Ундран пұрсық шынды башыды. Петербурге ыштарақ шывал, мінлерек шывал. Инче деші. Акшамында вырмай күшінче. Житмеші юхан шив. Хир урлы кашмала деші. Эх, пирерде кайса курасшы. Урныш, мен дери сарлакада ворамшке санчулу. Мен жухлешин найсығын анлы жулышне хбартмарынжым. Чаваш етне межебень худчаклемерынжым. Алексей Кокель, чаваш сань піріміш профессионалы художники. Оны нәшізім Вильямзер. Атте, анне, пилихибе, жетпір үрі гомылба. Тус юлдашсыне хизеплесе, аслысыне сумасынза. Профессор Кокелен шыржыве, шавлаттенже турхан шинчен. Эс эмір пулын сыва, эс эмір халық асынче. Ирагон булдар. И бирсире Алексей Афанасьевич Кокель яджилле картины галерейне Курмай Хравлатпар. Галереяра Кокель пленеринче ширнайшсем пранашы. Смахмай Кокель пленере гажал, вун биллик машул иртрем. Вун биллик шул ушинче юнершисем. Биллик шире яхан эшсем живна. Везем баян хивун, терле шершевра. Республика музея сенче упранашы. Малалазире эшсембе шивахарах палашма сынетка. Землю бассейн, Марсый Батахунара, землю Хуназем, Бузов Васильевич, Сергей Салмазов Барашин, Синесе, Севойба, там Василий Тадах Терешин, Сидел Кирин, школ коллектива Идашин, Кирин Вечерана, Салмазов Фарма, Кирин Геннадий Петрович, Чемеров Форч. Так, прежде говорят, там довольно, наверное, Марьяна Бутова, собрание депутатов полномочного вторым посещений, что ли, приехали? Сен doğru şadi ne bileyim ne kadar kalacak dedi. Böyle bir halı zemci bul bulçer. Acar kadar mı bu bildiğinde bu programlara trakov обязательно капитальный ремонт olmalıdır. Turhan şöyle merak olmalı. Bunda şu bir kere de sınırma bizim sekreter bulat seminde kuruculara, çingelda kuruculara. Manjın bizim kurdelay. Не ведь, ну, Турган шуле, наверное, Эмер как-то, наверное, был бабкапсанда. Турганда время зинзем, шахальзем, шинжалзем, темензем, алызинзем, центр дегенде. Загорелдан время видим. Загорелдан. Самба школзем келе, на кала пан саманызем телефон.
демография, лары дороги бегенде, был мерилас акагаламаси, кунус спиральда жаран забрать из. Может пока смекти геодарах поголизем булишку, наверное. Может кайрах по демографии сидюся гайш, там ба дигам дагаламас, школа вапорда я бы детезе. Если слепер бузан, экспериментизм бузасан, если чунраш шокурсем, камалзем бузасан адаламашкан. Школе де булать, жиде булать, адиде булать, тогда это делать. Ну пиле нигам да гизе туза бумас хамали семесес. Ундар алармаса хармаза нигам так ударимас то. Вагаксак памятка киднери кидемерша Алексей Афанасьевич Коктель я тебе. Вот всяк Алексей Афанасьевич Коктель музейне всяк усадизе 21 хамар жағында лараган дензе құтшын жағаймен болзасын, хамар жағында құлышман болзасын, всяк я бағзын болмас. Вот всяк усадьбына думалысынақ, всяк дома дөнеге думалысынақ, камына гизе бұрмары тұрған далне. Вот всякында каждый удом зене дуза бумадырышмалар. Дума ялзенде бұл. Вот Мария Ильична, дарать, я просто тоже бура байги, вот айгине берен как-то тогда, уже бура тогда были адамдар заямалар. Адамдар замал, да, вот Мария Ильична ялдары пустила, я был нумай, тенебет он да, здесь не медали. Калашнымар, что айгибе стемнон богоди жукезе. Хотя мы же не замали забрать. Вот тогда берем, кому говорим, Аксагимбек берем, Владимир Асанашевич чирлерексин тут магазин делда. Вот только уже айгибе чирледи. Диагнозы перебудут. Айги. Мария Ильична, мана каждый раз, она тут, мне не знаю, то очень дело, я просто думала, как нас молодец. Вот чем бекизин кирлебили. Я буду това смотреть за голову, вот ты кушка синека загапорда, школ директора, я в Гуске где, район Гуске где, вот хоть протюкне как на манном завелопор. Вот чак момент не живот маломар. Когда, пожалуйста, теперь юрат на район это хорм билесу, чандибеке, мухтан молох табор, сам молох табор, куда там замаги глаза вармала малдан. Ну мажулы сене переубил руководитель зене, безем реглас нигесне, сене зене туза район нигесне, сене зене туза барак анизем безем. Я berhak girgenize maydazı bura perdeni bekinde. No pay higun muhtamaz kalmam beraber pan bize yumunda bir namazmar. Hal itnemlerin asfalt yağocalık şurada mesleği may kuzuk merapelçe bolca Республика Галенде. Unda Олег Алексеевич aldığın день vermiş гурымlı диплом ilgi beraber. И карен кизем бабарда, çünkü оказывается 2 жыл подряд Yağocalık kadar da bezende bir rayон vermiş гурым gizin забрать. Кумбеки вот манат Марьяна Викторовна истекаландыр пулман дейді. Пулны прямо женезенде, 2 машинезенде, 5 машинезенде, те прямо женезенде был, но подряд, 10 жил год подряд, то не видите на самом деле пулман здесь. Вот сказал Едимир, потребили технический зекнер, гектар выжнен те шпирезен, хотя бы заказал вармала, вот мы висим тонны густарномар, тут мы висим намар. Он дай бы примерно, что андер с огромным каймар точно, но мы ждем, что блин, дебилин. Первый почал диземор когда отмашься, сейчас да говорим. Я бы когда подумал, что не когда да, я бы сильно перерезал рекибек и заказал пусть закай маспорт дезе. Ну вот сами Петербург, чувашин, были когда мала своим рак-классы или когда размашься с ними бегенде. Ну вот индемар. Самба зеркаларым жак тогрубли шугушинде, но май умажнузем полностью на беке. Шулы зренде, школы зренде, клубы зренде, тадырты зренде, кадарда зренде, ну тогрубли шугушинде. Падрел район бирги қаласман шун республика жайынде никсанда булман. Падрелзем эмерех пулны самалды ресенде. Сәкін жын тапсымахи базара қалзақ барашынде перейімден малырақ сұрысынзене, руководительзене, перейін аслат тезене, аслазанезене, океан незененде, сәк падрел, мілеглас патриотизмлы туймас, никсанда жоғатармар. Жақына шуғат мазасыне бір, бірін тада нумай пызық шедінзе нумала болды, тада нумай пызыға бексен территорінде сәнемете нумала болды. Ну, хотемеле пызық сензен болзасында, хотемеле нумай сен дуапыр болзасында, әзізене тылағанезен просто жензен. Бізден шкулда завхоз болзасыйды, колхозра трактор умындялара дейбіл, колхозра мұш мадеге бейжіленде бұл нейрасыне от болзачылны бекте, бізден болман болзан, епрегалап ақсат падыре болмасы. Вот пан берін қошымада, вот в бери вот Чемеров Геннадий Петрович, веке вот туризм падает билет, внимание вот когда повар явда губанара турган явда не средства вас интерес тезе нумай сенежен хамыр гычында самрык сенежен Гренцах вармала болды. Сак пазаркалар падрелин турган детне вамзаятне никсаны животного болды. Мала это болды.
вас нет, да? Не можем. Электричества нет. Благодарю, как это Ванзем, благодарю, как Георгий Васильевич. Следующий Магана, буду по-русски говорить, потому что я бы хотел, во-первых, прежде чем начать, я бы хотел, думаю, вы присоединитесь к словам нашей делегации. Я бы хотел поздравить Рудольфа Васильевича с избранием его первой главой первого муниципального Баторовского округа. Вот. И хотел бы... Я говорю эти слова не потому, что вот надо обязательно начальнику сказать слово доброе, сказать вот поздравить, не забудь и так далее, вот протокол соблюсти. Но я хочу, Рудольф Васильевич, еще подойти к этому времени, к тому этому слову и с другой точки зрения. Мне 75 лет. 75 лет уже подхалимчить, извините меня, кучу лома, уже больше ума. Тем более он мне ни премии не дает, ни награды, ни выговора, ни зарплаты, поэтому я могу открыто сказать. Сегодня Рудольф Васильевич открыто заявил, что вот в музее со собственной скромностью сказал, что в музее, когда мы были, что у нас вот инициаторы, уважаемый академик Бураков, Виктор Телемонович и другие. Равиль Федорович, которого тоже не стало сегодня академика, Виктор Иванович Ковтун, который сегодня находится по ту сторону, находится, к сожалению. Но он забыл сказать о том, что с самого первого начала, с самого первого дня был Рудольф Васильевич, когда отмечали 120 указом президента Российской Чувашской Республики Николая Васильевича Федорова, был создан комитет и было о праздновании 125-летия, был Рудольф Васильевич. И я помню с того момента, когда у нас такой был случай, когда он обеспечил Копельский пленер, участников Копельского пленера, где встречать. Тогда, помните, для Ельцина было выстроено 2 теплохода, теплохода, рестораны на заливе. И Рудольф Васильевич говорит, давайте, говорит, нам не гоже так встречать гостей, давайте мы там встретим. И там встретили, а там так понравилось, говорит, не уходит. Украинские художники, Рудольф Васильевич, подождите, говорит, немножко. И еще до утра продолжили вот это самое. И вот этот баннер у Тархана, это Рудольф Васильевич. В этом вот здесь нет. Я просто говорю то, что вместе делали. Вместе делали. Вот то, что там вот на доме Нагорного, что здесь жил Алексей Афанасьевич Коркин, это тоже Рудольф Васильевич и могу вот. Но у него мы хотели, конечно, больше, размах у нас больше 125-летия, но, к сожалению, у нас тогда финансы были всего 15 тысяч, и сумели они на 15 тысяч вот такие дела сделать. И последующие пленеры вы тоже видите. В прошлом году у нас, если второй пленер у нас заглох, второй пленер, тогда директор школы сказал, Валерий Владимирович, если говорит, мы сейчас не проведем, то в следующем году точно не проведем. И давай проведем. Провели и так далее. Был момент у нас очень трудно с пленером. Один момент был, я уже рассказывал, когда было трудно. В обед нечем кормить. Я звоню Сымову, Сымов звонит жене, ведро борща принесли. И никто не заметил, что у нас произошел сбой. В этом году тоже у нас пленеров финансирования не было, чтобы вы знали. И Рудольф Васильевич сказал, пленер проведем. Если мы 15 не проведем, то мы можем тормознуться. И мы так и провели, нашли финансирование. Это вы представляете, вот, что я очень трудно выкроить в районном бюджете и на проведение пленера, я прихожу, говорю, Рудольф Васильевич, с мясом, ты мне не говоришь, что хорошо. Ты мне скажи, что там плохо, что нет. Я говорю, знаешь, все хорошо, говорю, только вот единственное, с мясом. Мясо, сколько тебе надо? Позвонил, и пока я приехал, от него приехал, мясо уже здесь привезли. То есть, вот человек, который он сказал, что 3 раза районных завоевал, 3 раза подряд завоевал по сельскому хозяйству. Но я считаю, что эти успехи связаны и с другими его делами. В области культуры я, например, могу четко и говорить, и по образованию тоже. Нашу школу вот реконструировать тоже сколько не хотели, двигались, но с этого года как раз я пришел в администрацию, главы нет.
Человек доложили, он говорит, иди сюда ко мне там, а там он как раз проводит, глава республики проводит видеоконференц-связи, проводит по школам. Садись, говорит, мне, сел, и вот когда до Батовского дошло, он четко доложил, что Тарханская средняя школа нуждается в капитальном ремонте. Тот спрашивает, как вы там сумеете, обеспечить, он говорит, все сделаем, все и так далее. То есть, вот поэтому я бы хотел пожелать ему успехов в том, чтобы и в дальнейшем муниципальный округ развивался, и он был хорошим, замечательным. Вот я был в Кыргызстане недавно и беседовал, ректор Кыргызского национального университета мне пригласил, я ему подарил, мне нечего было, смотрю, у меня авторучка есть. Я говорю, у нас есть такой вот тоже батыр, чувашский батыр, правда, говорю, молодой, вот от этого молодого батыра, главы района, я говорю, дарю вам кыргызскому батыру ручку, и ручку я ему подарил. Я бы хотел сказать сегодня другое. Знаете, я бы хотел, чтобы четко обозначить, для чего мы собрались. Почему мы собрались в Ледяной? Рудольф Васильевич с утра рано утром звонил, я не сумел взять, может не приедете, потому что погода такая. Потом я уже вышел на улицу, выхожу, директор школы звонит, может не приедете. Ладно, я говорю, раз вышли, приехали, сели на автобус, водитель говорит, не поедем. Такая погода сегодня, я, говорю, не рискую. Я говорю, хорошо, тогда, говорю, Олегу звонит Цыпленков. Олег, давай, говорю, на твоей машине поедем. Олег говорит, я, говорю, не профессионал. Я тоже боюсь. Ну что, я не боюсь, что ли? И, короче говоря, ну, думаю, что теперь уж зятя, что ли, вызвать? Ну, раз обещал, приедем. Ну, короче говоря, все обошлось, мы приехали, все хорошо. Я хочу сказать одно. Мы сегодня, наша международная научно-практическая конференция называется «Значение творчества Кокеля для современности». Но я бы хотел сказать, что вот сегодняшняя международная научно-практическая конференция, она поистине международная. Почему? Потому что сегодня вот впервые нет нигде, в России не найдем, в Беларуси не найдем, эту конференцию сегодня проводят ведущие университеты Республики Беларусь, Витебский государственный университет имени Машерова. Вы видите, что вот здесь художественно-графический факультет Витебского государственного университета имени Машерова. Это один, выйдите в интернет, посмотрите, это один из ведущих университетов Республики Беларусь. Второй, кто проводит, это педагогический университет имени Ивана Яковлевича. Два ведущих университета. Плюс Чувашский государственный институт культуры и искусств. И еще это проходит с вами. На базе Тарханской средней школы. Вот здесь встретились, вот посмотрите, Беларусь и так далее, университет, мы проводим здесь, с Тарханом, вместе. Но я бы еще раз хотел, чтобы вы не были статистами, вы не говорили, это мы вместе проводим, как мне глава говорит, мы проводим вместе. То есть это заслуги педагогического коллектива. Это педагогический коллектив не там где-то, это вы, вот, которые здесь сидите. Здесь вместе. Почему? Потому что школа может быть, здание можно построить, но если там не будет такого педагогического коллектива, как вы, это ничего не будет учеников. Я еще раз хочу сказать, и дома говорил, и везде я говорю, что педагогический коллектив учителя Тарханской средней школы – это одни из самых лучших учителей. И я вам желаю крепкого здоровья, чтобы вы и дальше продолжали вот эту работу. И что я хотел сказать? У нас называется конференция, да, «Значение творчества Кокеля для современности». Почему? Потому что сегодня у нас, к сожалению, есть, что Алексей Афанасьевич Кокель, это не совсем, ну, такой художник и так далее и тому подобное. Ну, я говорю в таких случаях, Репин, Рафаэль, Кокель, они не нуждаются в нашей оценке. Кто не знает, кто такой Алексей Афанасьевич Кокель, почитайте, вот у него есть книга Алексея Григорьевича Григорьева, который написал воспоминания его учеников. Репин, что о нем сказал? Не Васильев, не Сергеев, не Еремеев сказал. Репин сказал. А что сказали другие, как его обозначили? И поэтому, тем не менее, не хотят это признать. Почему мы сегодня говорим? Вот я хочу сказать. Мы все говорим,
Константин Васильевич Иванов – это классик чувашской поэзии. Классик чувашской поэзии. Но Алексей Афанасьевич Кокель, я бы хотел, чтобы вот школьники, наши учащиеся запомнили, что о том, что Алексей Афанасьевич Кокель – это основоположник чувашского профессионального изобразительного искусства. То есть классик чувашской живописи. Вот понимаете, здесь учителя по русскому языку есть. Я как-то однажды, когда здесь Тарханов выступал, сказал, вот Владимир Александрович, да, он первый чувашский художник, профессиональный художник, первый чуваш. Первый. Но он не основоположник. Я в открытую, когда Кураков был еще, Дроздов был, я сменил свою тему и говорю, наверное, министры и другие люди просто были проблемы в школе с русским языком. И, видимо, когда учились в институте, русский язык они вообще не изучали. Хотя там русский язык преподается 2 года. Я почему и сказал, что он поддельник? Почему? Я говорю, что такое основоположник? Основоположник справа направо, справа налево читаем, положил основу. Положил первый кирпич. А первый кирпич из чуваш кто? Алексей Афанасьевич Кокель. Он же, вот тогда смысл в том, что художником, профессиональным художником считался только тот человек, которого Академия художеств, Российская императорская художеств присваивала вот это звание. И поэтому, конечно, я хочу сказать, что мы сегодня с гордостью можем сказать, что Алексей Афанасьевич Кокель – это основоположник, родоначальник, положивший род чувашскому профессиональному изобразительному искусству. И я очень жалею, сегодня вот у нас не работает, нет электричества и не можем по компьютеру. Сегодняшняя наша конференция, она проходит в виде онлайн-режима, мы хотели провести. Но прежде всего о нашей конференции, когда мы говорим, я бы хотел, я Евдорф Васильевич вчера с гордостью написал, когда вечером я вышел с лекции, вышел в институте, прочитал лекцию, вышел и Евдорф Васильевич с гордостью написал. Нету нигде, где можно найти такую школу или конференцию, которая сегодня приветствовал, свое личное видеоприветствие прислал человек из команды президента Российской Федерации. Вы представляете? Он сам написал. Я его просто попросил, он написал. Он у нас Кандыбович Сергей Львович. Если я его перечислю в должности, я не все могу долго перечислять, просто академик Российской Академии Образования. 4-жды лауреат государственной премии. Далее, заместитель председателя комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Город Москва. Он прислал настолько обстоятельное свое приветствие, в котором такие теплые слова сказано о вас и о нашей сегодняшней конференции. И эти записи есть у Валерия Владимировича, они есть, их можно будет потом посмотреть. Теперь в формате онлайн-режима, я уж продолжу дальше, а потом уже нам предоставим, да, Наталья Борисовна? В онлайн-режиме у нас сегодня должен был выступить в онлайн-режиме Суинбеков Жаныбек Суинбекович. Это один из ведущих художников Республики Кыргызстан. Вот. Он должен был сегодня современное изобразительное искусство Кыргызстана. Дальше у нас прислал свое, сегодня должен был участвовать Балакшин Евгений Геннадьевич, вы его знаете, это из Саранска, член Союза художников России, заслуженный художник Республики Мордовия, преподаватель детской художественной школы номер 1 имени Рябова. Далее. Бондарчук Николай Трофимович, это город Гродно. Это город Гродно, Беларусь. Он прислал очень интересное, очень эмоциональное выступление с учащимися школы искусств города Гродно. Затем здесь должен был выступить Анохин Андрей Павлович. Это Москва.
преподаватель Русской школы искусств, член Союза художников России, член Московской организации Союза художников. Вот. Далее, ну, очень интересно, очень содержательно. Я всем педагогам и всем участникам прошу, пожалуйста, прослушать выступление Федькова Григория Сергеевича. Это, вы знаете, он приезжал, был, участвовал на последнем пленере. Это профессор кафедры изобразительного искусства Витебского государственного университета имени Машерова, город Витебск. Он прислал очень интересное тоже свое видеовыступление. И здесь, наверное, мы потом покажем, Олег, или здесь покажем. Вот Жаныбек Суинбеков прислал, как участник, заочный участник Копельского международного пленера, он узнал, что у чувашей дуб это священное место, священное дерево, а дубовая речь это священное место чувашей. Узнал, он посмотрел в интернете и так далее, кто такие чуваши, обычаи, характеры. И он нашел в Бишкеке, это город Бишкек, я там был, как раз при мне писал эту работу, в дубовой роще, он написал, Рудольф Васильевич, вот эту картину, «Дубовая роща» называется, и он прислал вот эту картину в дар картинной галереи нашего, картинной галереи. Вот здесь она, «Дубовая роща», очень живая получилась, вот, интересная, и она, конечно, пополнит нашу коллекцию. Сейчас, ты езжай, давай. Давай. Огромное большое спасибо. Вам хорошей работы. Спасибо. А мы с вами продолжим. Вот, я хотел ему показать как раз. И я еще хочу, завершая, я хотел бы сказать только, Хакл учителям, дорогие учителя. Вот я хочу сказать, мы не ценим то, что есть. Я вот с Натальей Борисовной еду сегодня, она мне показывает, как одна там сумасшедшая, в смысле больная, в смысле человек, вот болеющий такой, она живет в Москве, она где-то узнала свою биографию, что у нее, оказывается, у нее в 6-м поколении дед священник, в 3-м поколении священник, в 6-м поколении, 3-е поколение у него, в 6-м поколении, да, канонизирован. Она узнала, что был Серафим Саровским, она загорелась этой идеей, там пошла, значит, собирала деньги, восстановила церковь, потом восстановила там она художественный музей и так далее, и так далее. Я хочу сказать, дорогие друзья, мы ходим по золоту. Вот мы смотрели сейчас картину. Ну, ходим, все сплетают, постелью написано, например. А если эти картины перевести в денежное выражение, вот Наталья Борисовна сейчас увидела, мы ходим, ну, Евгения. Наталья Борисовна увидела, говорит, вау! Вы знаете, вот эти картины, они в Сотбе или где стоимость этих картин баснословная. Вот Ковтун написал там ряд портретов, вообще художники, работы для художников, они продаются не потому, что там написано. Может, там вообще ничего не написано. Вот так вот просто написал что-то там и все. А продает кто написал. Вот эти художники, которые Ковтун пишет, он ниже 500 тысяч, он вообще даже не разговаривает. У нас, вы посмотрите, вот я вчера перед приездом посмотрел, 13-й Копельский пленер, 14-й, 15-й. Какие художники? Выйдите, посмотрите, каждый художник это чудо художник. У нас бесценные картины. У нас в Старом художественном музее было 5 картин Кокеля, которые Валентин Порфирьевич привез. У Анны Афанасьевны. Анна Афанасьевна плакала. Как же я буду прощаться с Алексеем Афанасьевичем, он сам вот потом расскажет, мы ему слово дадим. Он жил, у нее же. Вы представляете, они обманным путем практически вывезли картины, 200 с чем-то картин, я сейчас точно не помню, 270 картин, они фактически вывезли Кокеля, всего Кокеля. В Харьковском художественном музее там практически не осталось
картин Кокеля. Когда вернулся директор художественного музея, который не было, без него отдали, он за голову схватился и говорит: вы что сделали? Вы что сделали? Вы какую бесценность разрешили отправить? И они ушли. И вот я хочу сказать, сегодня говорили вот по улице Кокеля, косы. Вот сейчас недавно завершили в художественном музее реставрацию картины этой улицы, которую Кокель написал в 1904 году. В 1904 году. И какая-то улица там написана, их дом там тоже есть, стоит вот этот дом. И вот я хочу сказать к чему. Еще у нас изумительные художники работают здесь. У нас изумительные картинные галереи. Такой картинной галереи фактически нет на территории Советского Союза. Это мне сказала Маргарита Кириллова. Это у нас корреспондент Советской Чувашии, известнейшая она в культурологии, в культуре, искусстве. Я говорю: Маргарита, вот у нас мы хотим открыть. Она посмотрела, все облазила и говорит: слушай, Владимир Александрович, такого музея вообще нет. Уникального. Более 100 художников. Там посмотрите, начиная от границы, от Тихого океана и так далее. Поэтому я бы хотел еще раз сказать, что мы гордились Кокелем. У нас выходцы вот сегодня говорили. Посмотрите, в нашей школе тоже. Епископ Герман, генерал, пишут, генерал, виднейший советский военачальник Кутузов, композитор Анатолий Петров. У нас поэты Арсений Андреев и другие, которые сегодня, допустим, юбилей и так далее. Я хотел бы сказать еще другое. Дорогие учащиеся, дорогие учителя, я вот посмотрел на сайт, вот сегодня девушка очень красиво сказала, одна из старых школ. Наша школа, одна из, я очень прошу, из самых старинных школ России. Мы доказали, мы долго спорили, Валентин Порфирьевич тоже очень долго искал. Наконец мы нашли, больше этого нет, документ в Российском государственном историческом архиве. Это главный исторический архив страны. И там мы нашли документ, черным по белому написано, нравится кому и нет, 1838 год, открыть школу. Школа, там потом отчет идет, полы красят, полы покрашены, построить дом учителю и так далее. И начала она эту школу с 1838 года. Вот. И что еще мне можно? Я бы очень хотел вас всех поблагодарить. Да, поблагодарить. К сожалению, у нас, я думаю, выступит здесь тоже скажем выступать. Мы решили провести так. Международный формат международной конференции. У нас было сегодня, вот мы говорили видео, послушаем их, потом наши коллеги приедем. Мы сегодня оттуда приехали очень мало. Почему? Потому что думали мы гостям предоставить слово большей частью. Но мы решили сделать так. Второе, это как пленарное, а секционное занятие делаете в своей школе, сами проводите. Но участникам, кто учителя будут там выступать с выступлениями, это не завтра, не послезавтра, проведете вы ее, допустим, в декабре, может, в январе проведете продолжение или где проведете, чтобы каждому учителю, кто выступает там, кто будет задействован, каждому ученику выдали сертификат международной научно-практической конференции, чтобы учителю, это было бонус, не бонус, как называется, и ученикам, учащимся, было, чтобы в портфолио пошло. Вот ваш портфолио, когда вы пойдете поступать, учиться будете собирать, у вас уже есть сертификат участия в международной научно-практической конференции Итак, вот так. И мы его решили сделать как секционное. Вы проведете его сами. Потом у нас выступления электронные у нас есть, остались так, да? Вы потом послушаете или тоже как-то. Они очень интересные, очень поучительные. Я очень горжусь, что в нашей школе
Вот глава говорит, приехал первый раз муниципальный, я при нем хотел сказать, не успел, он ушел. А первый раз глава республики куда приехал, первый свой официальный визит? Тоже в Тарханы приехал, в Новый Кокоревский музей. Но я скажу по секрету. Когда я был у него на приеме в феврале месяце, я зашел к нему на прием, я говорю, вот приглашаем вас на открытие музея. Он дал слово. Слово дал, потом где-то уже за 2 дня примерно Рудольф Васильевич мне звонит. Ты что делаешь? Я говорю, что делаю? Ты почему меня подставляешь? Я говорю, как? Вышел там, вышли, пошли кофе попить. Вот там говорят, я не буду кто говорит, из высокопрофессионального кабинета сказали Олегу Алексеевичу, куда ты едешь? Кто такой? Это чего такое? Но Олег Алексеевич сказал, поеду, обещал. И тогда они приехали, и было на таком высоком уровне все это прошло. Поэтому у нас сегодня один из участников, Наталья Борисовна, может мы вам освещение дадим? Давайте мы дадим поэту, нашему выпускнику нашей школы, Василию Гавриловичу Деревеню. И прежде чем я хотел поздравить его с тем, что его сегодня глава нашего района, Рудольф Васильевич, наградил медалью около музея имени Кокеля. Но и по секрету, не для зависти, на забрату машины дальше. Вот Шамбек, Василий Гаврилович, Ташинах, Мундрейки, Шамбек, тот, медаль. Владимир Александрович, можете сказать, я советник власти. Киев против нам, Рудольф Васильевич, медаль вручает. Кто сейчас совет? Владимир Павлович, сходили? Нет, Николай, президент передача, başka televizyon üstüne kalacak. Bunu bulduğum şeyden, kimle bağlayayım ama bir de dedi ki, Turhan'da müzeye, Kokun müzeyine burada bulmadı. Kokun müzeyine kayda kurma tarafı. Вот, Владимир Павлович, я говорю, вот, ты не делал рапорт на собственность. Я говорю, давайте мы сюда привезем туристический маршрут по Пушкинской карте. Сегодня можно привезти сюда. Тем более сейчас питание организовать можно в кафе Софии и так далее. Ну, буквально коротко. Вот еще раз завершаю. Иги Галга, Брештергени, Пушлам Шулзев. Хыба, это Манас, это богатырь кыргызский. Ну, а здесь стоит ваш выпускник вашей школы стоит. Я был в Кыргызстане, мы там, задача наша была, моя задача, моя цель изучить историю, культуру нашего народа. Ведь наш народ, он один из древних народов мира. Если бы у нас была сейчас машина времени, мы бы, если корни свои искать, сели, полетели, мы бы приземлились где-то во 2-м тысячелетии до нашей эры. И я поехал, это была Центральная Азия, это высокогорье Тельшань, это Иртыш, река Иртыш, это... И там я поехал в Кыргызстан, у меня был фильм, я хотел снять в 2019 году, наши на Северном Кавказе, из-за ковида не получилось. А здесь я уже поехал, когда в Кыргызстан поехал, я там начал искать корни наших чувашей, я их нашел. И у нас будет фильм, презентация этого фильма мы проведем тоже, я думаю, в Тархане. Ну, Василий Гаврилович, Тарашин. Валентин Федорович, Кадрин. Hep çimadan, senden kuşlaşın. Вот когда изрекли ровесник хотят, там дышали, вот что дух маушлада. Лайки, материал, на полнотаримастов. Эбен, когда саундом, самохран, Тургандыш, куда варнеген день, хотят тиран землю в нашей те, тугун здесь. А самохран, Арина Романова день, мой прадедушка герой день. Куда же пулен? Хожу. Это весь. Вот
Kaiser hoş geldin. Hem ulan sözü yaşanan life leader var ya. Kamdi. Leonçusin. Aksu asıra konuştular. Şazeni. Şazeni. Bir var işte zamanı. Sağında tavasıya. Я истории не помню для меня. Видел себе таблоски. У нас тогда... Это президентский проект, наша история. Россия жайынде Шенгер зеліне бұдар. Ой, бұл бір, бұл уже демлегенде. Кыста время гашты. Кыста? Қайдан жейіп тұрмында, қайдан жейіп. Пәлі күгірзейді, қайдан қалып қолында. Вот шаг номер 9. Инна Кольцова. Помогаем медикам. Куда же пулил? Пули куда? Ага, да. Куда нам как-то скелеть? Он же до саундом, пересаундом. А мы не дал скелеть. Инна дать его. Ашили, они те прашивали, когда враж плашный жили, сам не видел. Где что сравнение было? Сакрушка, ну и он сам реплики раджа, которую мы купили, потом он думал, что лайк, ага, мы галашили, реплики у нас была. Ну я бы поэт, литератор был, ну, коллеги были, Туанатол, интерпретатор, члены, музыкусне бы, инструктора, доцент, член Демжу, у них еще был доцент, мне с 7-летним. Ну, он раньше к нам демили, позже сейчас дайзи было демили. И бялнах, и медление, а здесь литератор был демили. Анча вот сейчас вот когда имя Жука, она дала на был там литературу не видя на зеркале. Вот. Сейчас был еношне, ведь хоть он за илеще был курнать. Литература не умры, не хумапрахна. Цена сейчас тоже где. Смахран коллабор, гонорар да порядок тюлемещите миллион. Книги глармада, педиканца. Ну сейчас еношне на за идиш курнать, петь туйнать мана. Литература сейчас бахай бар хамар шамцни истелешин патриоты ваши. Анджата литературу зор, чанди литературу зор патриоты мачу. Если мама жители, вот она падяхта прошла рачнака. Только вот кали уман за идиш курнать. Сейчас рамаз артисини бармача шеклера шабай, держи. А писатель там день падяхта смах тем храрыш, Харамагилимар, Цинахтопе, Ченди писатель, Ченди поэт, Ушки называл полно, Лермонтов называл полно, Ченди Кучеран, Каламадржащий, Кунжин Перредия, Гулян Магилимар, Девочки Ченди Каланы его услажить брать. Ну, пора, тогда человек наказал, вот это мне, Арина, Цинахта, я бы на Синешин Марвел, литератор, был, где за Менди, вот эти, Менди, Демар. Враж булдыр, лайк враж булдыр. А некто Азайлега, Чехов камунна. Враж, где лайк враж булна. Даль камунна, даль. Хирург булна. Фрадери. Сначала надо, сначала ба. Их сердце нешено. Смахран литературы, ишниде, Путин забрызасан, лайк пульси дешевле. Вот. А ченджуны калапе, хотя на культуре защиты, южан защиты, и бенежил. Литература и себе и курной маски. Самое так на тюре отзыватарадов. Вот тогда мы важные были. Шельбулин, где Рудольф Ильич Туксагари, Терсие Галашите. Мана Хама, Кузангай, Петр Кузангай, Чувашкалов поэзия, Азыргана Булна. Что? Район, хотя не дедух на Соуба. Перед тем заедите, а сам да, Кузангай,
мансаба буласа, палах мамдан менше, темеле мана чималдан паны че совине мадрам шаныче, разворот пана, чималдан мандрам бушлана. Эдекен совине халалана, октябрь революции халалана, шамда мандрам буш. А был шуплана, хузага шуплана ебе вада жинкезе. Еб школа дикарам бельчде. Еб чензеилич мана совломанди, да педеревей пунче, тизем педеревей видео мухтаручке, мана де шмахтивити мана каланди, чамбек-чамбекинде. А когда буларым, октябрь революции саламар, урок салазем буламуштарым. А парне буладым, узангажи гош пустойдеди. Узангай мана говорит, булади. А теперь не буладым, коллег узангажи гош пустойдеди, коллег булади. Тади пре, коллег була. Бишим что буларым узангайте да имана сикседете. Удаш всем деда, эбесы день кажару и дадам. Эбе последний день кажару и дадам деда. Эбе пельмень, шкулади, шкулади мардизе, его например шурзугал шамишкина бульдизе. Андях тахали куру хорахи плеры, курдовьера. Вот перед ченчен паяцем, хотя по этой теге земле умбещи раймачи гадали. Вот мне в район Хадядин, Шай, день от Чекембла. Андях ташили булинги, ибо чак на галашнете. Вот был хочу туксагара. Перед авангард Хадяд, шейбулинги был не бегать виден на тя. Падят литературу, я балазим, падят татух маши. Перед мухатура, менле, кашну пух рапор литературу страницы говорите. Чаблабе? И в чамбачам с ней шен. Вот. Ты район Зинде, ну и Терзекова поль. Мне ты район Зинде, литературу страницы тусаращи. Борна район делает тусадрать. Комсомольский район где-то тусарать. А перед меньше кая бумага. Вот я всегда тогда юлашки вот раман перед богатырай я бы перед бомзаранда турвананда стеклендиш. Я только литератор землю проешь вот. Ну, карботрахи, которые у бомзара зега теми леверен, парни шильбулинги, а здесь самлерди, мы были вренить, вот видите здесь. Чурбанов лайсовый стукнуть, Волгай Вильвиндия, шильбулинги вот. Нам выходит перед самого бомзара Владимир Степанов, где блядь брал, да думаю, время выходит. Те издатель, те редакторы задачи по вот куратор бомзара будет ялдан тухна. Вот. Шамбали в земле Калашин, Шагайдова, Шеклешин, район Хадядин, здесь апатка литературе не похмала кизе. Менре пушлашын гате, пушлашын, всякна турван школьный день демелле. Шамбада, еда сынершин, кунда чувашчы тебе верендеги бури. Бурсил тебе верендеги бури. Вот по зене, а действительно, хоть будет складиться, хоть ваш складится, можно грех. Будем Екатерине делать. Все было? Пора бы сейчас объяснение букса, что ты всегда масса ниши бы зене. Пора бы зене мана ярза бумаги дашь. Пора бы ходили где бы зене, пора урна стараша бы зене. Аванга хотя да. Нангнамар, совазем гнамар, прозуба, потекалазем, сумахна арин, межичима ударимас потекала, сябахта хали, сяблой? Потекала, или югерзик, вот ченгала, чинтарашин, сирер. Вот. Врачамна и высоклезе ярашин, мне булит вашин. Если пушта была. Вот сколько директора же, года галажашите, теперь себе глаза сын, вот она Пулшадани литература, чувашчик тебе верит день мар, или мы там ужин завтратить. И Клара пулшна мана выросла гиберни день говорит Прокоч Василий. Вот манан именно кальтиних тавдовада пилана тебе рисовал срада. Шамба вырастили, чувашчики, выросла живте, чувашла живте, они и где-то теперь бывает примерно. Чаще вот раз полак, чего вообще не могу ломать. Так, Василий Григорьевич, стараться село где? Ну играть, ну, не знаю, я рекомендую клонал, сентябрь номер 9, я станет слеп. Ну, два ходить
Ларсайын зелетіп, будеші мананге, шивады таберін, мен егібе қозы барақ қой. Эй, шамрыклах қойула, чун-чунатла, тенек тенек шедімана, ярушіндегі лет проташмана, кережевеге мең чүк-чунат бар. Оклегермес пылғалы самана, завелензе врешені чухыват бар, анбогын негамада, пул хватлы, кезе хужате, кадер пусть мана. Сяпы-ся плаксите так сямылдан, кекмен самны сазарды штарде, сявна азайледіп камылдан, вал иріклік мене елдақ мандарде. Эбир телейлітсе юрадура, улзан здесь переберинжен, сен чура. Ну, хамалова шучандал қалған қойы, шучандал сабақта шучандал ғади немеді, уламзара ұқлап бұмада бұлараймас, уламзара жуақ зөрсесі. Удать ура, тимчез тип-тигіз шуылчы, варман шараға, калын шабарақ. Шап-шабры юрсат ран и шабарақ, юхсан за юрлайган шибульчы, Чусям людей кулилей, сяпщут кущульцы, Чурижевле хальпурдые пора, Сюрать, водать, хельдермине пора, Сирма керлер, югумбал тульзе, Этих пургает тыр таврна, Сексим стес дали таврана, Пурна скиле сяк тендерей хавасла, Тебе баян тямбик тенюли сасла, Тебе шанрам хадай састере, И левли ирглер снахере. Когда я ехал в Кыргызстан, я говорю, Василий Викторович, переведи, пожалуйста, на чувашский язык «Манас». У них есть такой эпос. Он перевел, я его читал в Кыргызстане. Василий Викторович, сюда записка, пожалуйста. А мы сейчас слово предоставим Наталье Борисовне Смирновой. Это прекрасный художник, талантливый педагог, преподаватель. Заведует кафедрой изобразительных искусств и методикой его преподавания, доктор педагогических наук. Ну, они, может, много говорить можно. Очень приятно здесь мне сегодня находиться. И, знаете, постоянно вспоминаю наши встречи, вспоминаю Абамзу и вспоминаю замечательные дни, которые мы провели в Тарханах. Все это, мне кажется, со временем только такие приятные воспоминания, потому что, знаете, все-таки я считаю, что человек, он живет вот здесь и сейчас. И то, что мы делаем, и то, что, скажем, то, что мы, по нашему разумению, должны делать в рамках своей профессии, вне рамок профессии, по зову сердца, это очень важно. Это очень важно для тех, кто делает, и для тех, кто вокруг, я считаю. Потому что, вы знаете, буквально прошлым летом, после всех вот этих ковидных ограничений, я сказала мужу: знаешь, говорю, представляешь, вот то, что с нами было, это для нас был какой-то кошмар, мы к этому не привыкли, это было очень много волнений. А что будет впереди? Для нас теперь ковид – это фактически ничего. Вот. То есть, видите как, и то ценное, что, например, несет нам нынешний день или завтрашний день, он, конечно, превратится в воспоминания, но чуточку сделает лучше, взаимоотношения, продвинет наши дела, и это, я считаю, что очень важно, потому что у нас в России мы никогда не жили свободно и спокойно. И если говорить о педагогической работе, о творчестве Алексея Афанасьевича Кокеля, ведь он тоже творил и жил в очень сложное время. И, знаете, и нас с вами, с ним роднит то, что он, несмотря на все коллизии, гражданскую войну, 30-е годы, он ведь делал свое дело. Он занимался педагогической работой,
И если бы не этот упорный труд и творческой, конечно же, работы, вот, если бы не этот упорный труд, вот этот труд, не было бы тех художников, с которыми мы общались с вами, и вы общались, и я с большим удовольствием общалась, те, кто организовали художественно-графический факультет, ну, это Левей Федорович Федоров, такой художник был Авраменко, те, кто приехали в 60-е годы из Харьковского художественного института организовывать художественно-графический факультет. На нашем факультете очень счастливо объединились выпускники 3 ведущих вузов. Это Харьковский институт, это Академия художеств Санкт-Петербурга и Академия художеств Цюриховская из Москвы. Вот. И это все наши педагоги, это и педагоги учителей изобразительного искусства, кто закончил до меня, и первые выпуски. Вот. И получается, что мы являемся продолжениями, мы являемся учениками тех, кто работает сейчас на нашей кафедре, на кафедре изобразительного искусства и методики его преподавания. Вот очень многое говорят о воспитывающей силе искусства. Много говорят. И это выходит на первый план. Да, действительно, мы можем, ну, во-первых, мы можем через картину пообщаться с любым художником любой эпохи. Мы поймем, о чем он думал. Мы будем говорить, в какую эпоху он жил, какой там был быт, какое было общение. Мы можем сказать о как воспитывающей силе искусства. Если мы посмотрим, например, произведения художников, даже та же картина в «Чайной» Алексея Афанасьевича, я думаю, мы ее все помним и знаем. К сожалению, вы знаете, никогда не ездила с одной флешкой. Вот сегодня первый раз думаю, что это я по старинке везу пакет с какими-то вещами все время. Ну вот, выключился свет. В следующий раз я так точно делать не буду, но презентацию могу, конечно, прислать, чтобы посмотрели. Вот. Обязательно. И работа в «Чайной», она ведь не только хорошо написана, там же просто вскрыть социальная подоплека. Во-первых, мы знаем, какой эпохе она принадлежит, какой интерьер, как общались люди, как общались, например, хозяева, муж с женой, вообще какая была ситуация, какая была посуда, что не менее интересно, какие были шкафы, и вообще освещение. По всему этому мы можем представить среду, в которой жили в тот период. Вот. И по современным картинам мы тоже можем представить, и это интересно. Например, вот у меня была подборка в презентации работ наших студентов. Вот не хотелось мне показывать сегодня дипломные работы, потому что они основательные, такие серьезные, это хорошо. Но у нас сейчас подрастают художники, юные художники, будущие художники. Сейчас у нас проходит как раз их выставка в кооперативном институте. 7 человек. И группа из 7 человек настолько интересна, настолько у каждого есть свой творческий язык уже, хотя им всего-то 19, 20, 21 год. Вот. И этим, наверное, будет прекрасно, когда смотришь на работу, видно, что эти студенты, они знают, что они хотят сказать, что они не просто пишут, что это задание, например, да, натюрморт или пейзаж, они понимают, что они хотят сказать нечто большее, и у них это получается. То есть это тот, как бы такой мимолетный срез времени, который останется в работах как бы на будущее. Вот. Еще хотела сказать не о воспитывающем силе искусства, я хотела сказать о том, что зачастую взрослые очень, многие не понимают, в
в чем заключается развивающая роль изобразительного искусства, развивающая роль рисования. Вот скажите, пожалуйста, что развиваем мы у детей, когда занимаемся с ними рисованием? Кто может сказать? Что развивается? Вы молчите. Как профессионал. Мышление развивается. Мышление. Совершенно верно. Воображение. Замечательно. Фантазию. Фантазия, да. Совершенно верно. Еще. Ну, мелкая моторика рук. Вы знаете, просто замечательно. Потому что обычно говорят, развивается мелкая моторика рук. И все. Очень замечательно слышно. Ну а мышление, да? Вот мы говорим мышление. А какое? Какое? Творческое мышление. Да. Значит, смотрите, а конструктивное мышление, объемно-пространственное мышление. Видите? То есть творческое мышление, совершенно верно. Понимаете, что вроде бы такое, ну что это, детское рисование, да, вроде бы, ну что это, ну вот рисует этот ребенок, он может рисовать, вот там на обоих рисует, ругаются. У меня внучка взяла, говорит, ой, папа, посмотри, как я тебя похоже нарисовала. А у нее в руках был паспорт, и она там на предпоследней странице его портрет нарисовала. Ну, представляете, ну, то есть только вот рисование может радовать, но иногда может и смущать. Вот. Дело в том, что у каждого ребенка внутри заложена предрасположенность к каким-то действиям, да? Заложена основа творческого мышления, заложена основа развития объемно-пространственного мышления. Поэтому мы можем эти зачатки развить, а можем их вообще, наоборот, сделать как бы такой вот блок на их развитие. Наверное, часто, может быть, где-то слышали, может, у вас в семье такое было, когда вы дарили детям своим, например, какую-то такую игрушку, дорогущую, скорее всего, там на день рождения или на Новый год, а потом у вас этот ребенок и исчезал. Когда вы его находили, вокруг ребенка были кусочки вот того, что вы подарили, и на такой вопрос, ты что сделал, что он отвечал? Я хотел посмотреть, что там внутри. Видите, это ребенок, будущий дизайнер, будущий архитектор. Потому что у него вот это желание, этот интерес у него уже заложен в детстве. Значит, он хочет посмотреть, какова конструкция, из чего это сделано. Конечно, родители начинают ругать, и иногда такой блок ставится, и это направление не развивается. Вот. Очень важно поддержать в данном случае. А как можно поддержать? Можно дать, конструктор это 100% замечательно, что они есть, но иногда-то хочется не конструктор, а хочется фотоаппарат, например, или еще что-то такое. Значит, можно, конечно, что-то старое дать, чтобы можно было разбирать, было интересно. Вот. Такая же проблема состоит с развитием воображения. Вы знаете, часто работаю с учителями начальных классов и в институте образования, и у меня к ним такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько приблизительно человек, детишек, имеет в первом классе вот такие фантазеры с развитым воображением? Как приблизительно у вас обстоит дело? Сколько приблизительно человек? Наверное, почти все. Кажется, да. А получается, что 1-2. Из 30 человек 1-2 человека. И это, конечно, неправильно.
неправильно, потому что вот это развитие воображения, фантазии, конечно, это очень важно. Это важно для детей, потому что это основа творческого развития творческого мышления. Опять, и здесь прежде всего родитель должен себя повести, да, очень грамотно. Когда ребенок фантазирует, он же может воображать себе своего невидимого друга или собачку. Такое бывает. И этот друг, он как бы параллельно все вместе с ним делает. И если мы с вами будем, например, запрещать и думать, иногда бывает так, что родители фантазию не могут отличить от вранья. Вот. Им кажется, что ребенок врет. Вот. И вместо того, чтобы поддержать, может быть, его, они начинают его ругать. А вообще предлагается фантазировать вместе с детьми. Вот когда у меня дети были маленькие, мы с ним частенько так свет отключали, кстати. У нас деревенская улица на окраине Чебоксар, вот тоже раз, и вечером нет света. Вот мы начинаем фантазировать. Вот мы с вами, света нет, мы с вами фантазируем. Вот представьте, что было бы, если мы с вами все жили в яблоке. Яблоки. Вот что было бы? Какие положительные, что было хорошо было бы? Яблоки Ну, представьте, захотели выкрасить комнату, еще одна была комната, а вместо воды в кране был бы яблочный сок. А какие были бы угрозы? Что было бы? Конкуренты были бы, так сказать, червяки. Заведется, да, пришлось бы с ним сражаться. А если бы это был арбуз? Лучше или хуже? Представляете, да? Ну, смотрите, мы вроде бы все здесь, и в то же время где-то мы представляем. И это для нас такая не совсем ординарная сейчас ситуация. Вот. Ну, если перевести в учебный процесс, ведь на уроке изобразительного искусства, помимо литературы, конечно, помимо истории, мы можем развивать фантазию, потому что самое главное, для того, чтобы человек любил читать, он должен хорошо воображать. Если человек читает и представляет, значит, ему будет интересно читать. Если он не представляет, то ему кажется, что это зачем учиться, вообще зачем читать, механически что-то говорить. Вот, то есть для кого это хорошо, для кого плохо. Неинтересно. Но ведь интересно не читать, а интересно представлять, что ты читаешь. И очень открывается большой мир. Это может быть в любом месте. В деревне, в городе, там, на небоскребе, в электричке, в автобусе. Ты вообще в другом мире находишься, совершенно своем, который одинаков вот у автора и у тебя лично. И это очень часто, это можно использовать на уроках. Я думаю, вы это делаете, когда, например, читается выдержка из сказки, и по этой выдержке, то есть ты же должен представить, тебе надо нарисовать рисунок. Или, знаю, литераторы так любят очень делать, когда задают задание домой, чтобы дети нарисовали рисунок, например, главного героя или какой-то сюжет, потому что проходили на занятиях. Вот это вот изобразительное искусство, оно может быть самостоятельным, а может помогать развивать воображение, работать и на уроках изобразительного искусства, работать на истории, географии, на литературе. То есть начали мы сегодня, наверное, все-таки с такой, как бы, что-то с такого с исторического экскурса, что с больших задач. Мы, видите, опять пришли к нам, опять пришли в сегодняшнюю ситуацию. И я думаю, что искусство поможет всем, во-первых, найти себя, потом
Искусство поможет сориентироваться в происходящем. И искусство помогает выразить художнику то, что он чувствует в данный момент. И это очень важно, потому что в данный момент он сейчас для нашей страны очень серьезный. И многие художники стали обращаться уже к теме этого года, то, что происходит у нас сейчас в России, и не только в России, но и в мире. И позвольте мне вот закончить и еще раз поприветствовать. И я считаю, что Тарханская школа, она всегда находится и на острие событий, чем, наверное, я думаю, ну, просто можно только порадоваться. Спасибо. Наталья Борисовна написала очень интересную картину, которую невозможно смотреть без слез, на тему сегодня то, что происходит. Я попытаюсь рассказать его невозможно, но надо было увидеть. Там красивая девушка и красивый парень. Парни сзади рюкзак. И там буква «З». И они как бы целуются. И там подпись: «Ты только обязательно вернись». Вы меня поняли? Я что хотел сказать. Вот Алексей Иванович Котль, когда мы говорим, вы только подумайте, чувашский крестьянин, чувашский крестьянский сын основал высшее художественное образование Украины. Мы все говорим Малевич, Малевич, Малевич. А вот мы были с Кураковым в русском еврейском центре культуры и толерантности в Москве, когда на выставке первого русского авангарда Алексея Афанасьевича и две работы стоят впереди Малевича. То есть Алексей Афанасьевич Котль это и один, хотя он классик, живописец, он в то же время стоял у истоков русского авангарда. Малевич пришел после него. И другой момент я хочу сказать, буквально сейчас СВО напомнили, я буквально 2 слова. В тиждень, когда фашисты заняли Харьков, Харьковский художественный институт продолжал работать. Пришли фашисты, пригласили Алексея Афанасьевича Котля и сказали: пожалуйста, продолжите работу заведующим кафедрой в своем институте. У вас будет машина, у вас будет заработная плата, у вас будет квартира, это все у вас будет. Он отказался. И за это его чуть не погнали на Запад, буквально сдержало то, что он болел. И дети болели. И он остался без средств существования, ему ничего не давали. У них нечем было топить в квартире. И он пишет в своей автобиографии, пишет: я, чтобы выжить, мы начали с женой копать там где-то грядки и так далее. Вот какой человек, гражданин, патриот был. А пошел бы он, работал, ну все обеспечено и так далее. В этой эпохе Ксангала Малагур. Давай. Когда схема война, они ведь остались, не эвакуировались. Да. Он должен был заведующим кафедрой, это объединенный институт, Московский и Харьковский институты объединили, и, по-моему, Самарканд или куда-то туда. Он был заведующим кафедрой, и не сумели выиграть. Но тем интересно я была, всяком богатственно, как немцы пришли, говорит, в квартиру в день рождения фюрера. Вот. Пришли, говорит, и забрали все, чашки, ложки. Что случилось? Отмечаем день рождения, говорит, фюрера. Вот так было. И недалеко от них, там площадь есть, большая площадь, там стоит Ленин, такой рукой. А там вешали наших партизан, оказывается. Анна Афанасьевна это очень конкретно рассказывала те ночи, когда я там жил, в течение 10 дней. Но мы думали, вот куда профессии, насчет выбора профессии будет сказано, очень интересно. Так, дети рисуют. И мы рисуем, конечно, ко мне ходят дети, в школе искусства занимаемся. Надо рисовать натюрморт. Там, допустим,
кувшин стоит, допустим, кружка белая, или там зеленая кружка. Видите ли, 20 учеников, они рисуют не все одинаково. Кувшин один рисует вот так, очень красиво, нормально. Другой какой-то прямой у него получается рисунок. Не белый кружку рисует, а зеленую кружку рисует. Я говорю, белый там, белый цвет. Нет, зеленый. Ему хочется рисовать зеленым цветом. Но вот у меня была Кашнязя, он также учеником по себе художник. Вот. Именно диктовать, как преподаватель, диктовать, что мне нравится, я не могу никак. Дети рисуют свободно. Свободно рисуют. У кого-то получается хорошо, у кого-то хуже, но зато он сам рисует. Ему нравится, значит, он добился. Кто-то чему-то добился. Ну ладно, он бергее, но пока бергее понимаю, взять по важнее. Это на мой голос он более. Владимир Александрович, я не делал, где жил, он бергее взять по доктора задержать более. Вот. Именно себя Хамвали Думан, Хамвали Слемень, Владимир Александрович, там вот Паян Мелешан Давакратукса Гимня. Какая плохая погода и бездорожье была ли? Выехали, приехали, а в фильме уже на Казатовой Москве. Чем бегче, чем раз, сколько тем же. Камма на хисте, нигам на хисте, просто пишите диплом на тему Кокода. На тему все. Как писать, что делать? Как, где найти материал? Вот это стояло как большая проблема. Вот вынужден был выехать из Харьков. Вот в сегодняшнее мероприятие приехали главы нашего района. Эдуард Васильевич молодец, он как-то ближе, что ли, или он как-то понимает, чем мы занимаемся, не пустотой. Даже вот музей на Дюхне, кашнигу играх-то билетчиво, как музей на Дюхне. Ага, она, я пора, уже Эдуард Васильевич, да. Или не, как это сагает, может быть, Чуламай, может быть, Едар Захкилет. И действительно, вот в проекте я думал, вот в 70-е годы, вот каким должен быть музей все-таки. И таким он стал музей. Мечтал. Для меня это как сказки теперь. Ну тут строили мы тоже, пробовали здесь организовать музей на школьной территории. Может быть, получилось, ну, шаги требований не подходят. Всем вас, сегодня до вас уж видела их идея, родилась вот такая идея, именно делать в том или музей именно Алексея Франча Куколя. Видела вещь, видела завеш туда и здесь район Жандиде, республика Жандиде, Калазася, Легенда, что там на Жандике была, забыла два тезе. Слептем, каш полна, уже дети хочу не делегаймастым че, что владым живорза водишь, делегатым че. Это оформить за делегаяна. Что владым булыш передя харом итмени, удозорит менде. Все сделал для того, чтобы именно оставить что-то о Коколе. Если бы не начали тогда, я не думаю, что-то сегодняшний день. Но 10 лет тому назад вряд ли кто-то начал, кто-то приступил к этой работе. Это было очень трудно. Ни одного листочка, ни одного материала, ну, скажем, ничего не было. Все на общественном. Вот просто у нас есть все, Владимир Александрович, конечно, Телеммеле Бузович туда город. Ну, так, давай нормально. Подожди. Телеммеле Бузович. Попробуйте, каждый день я там мешкин миллион, была. Ну,
Я берегу лет администрации, директор школы, допустим. Медовка жука, медовка. Вот, директор школы, куда я говорю, администрация ялда полумаладер себя. Но ялда пока он добились свою школу, тут он так что надо все мероприятия проходят в основном в школе. Школа, значит, свое место очень прекрасно понимает. Так и должно быть. Если бы не школа, эта работа совсем остановилась. Спасибо всем. Все мои ученики тут сидят. У нас в составе нашей делегации председатель Союза кинематографистов Чувашии, президент Всечувашского кинофестиваля «Азам» Олег Михайлович Цыпленков. Рисмах? Чизем, унчиш пыльдет. Унчиш, конечно, я говорю. Мне комсомолдашлар. Комсомолдашлар. Ну, я... Шандагына калашын. Хама, юратмастер хорош, мана чизем. Мле мана пгаши леши жизнь. Потому что перед телевидением олегать плохо. ГТРКБ, НТРКБ было. Вот когда по Егору человека берем. По Егору попты берем. Sen baldanaq şahsımasın yalda, çirleşke, taşta balgo trendiyo, tütkin balde zegalma çok kanca durbaydan. Ancak bu buraya aslı juzunca ayakara kurmaşına yalda, şu an beklerimle geniş şu olur, üzeti. Kıştan burada da nigamda vrekmeyin, aşamır semdiyon bir kulman, yunran buraya tütkin, bedim bir şaka bala çalışın. Telemelle birine gezem çavaş dünya şarayı. Bir aslacın kalanı, havan burnuşa, havan kerejure, yas tar bच्चें tarzaya uzandı. Sen yeri davra yulda juzem tuzuzem sana bizebetli uzandı, sana prasavarlı uzandı. Yazın digijanda bच्चें mar. Merjen dezem, san yundumar zince. Çavaş dünya. Yukarı. Володя Чувашвини Демин, Хайр Галфини Галан. Шавью, перед азатезень, азанезень, таген ген информации, торжолых, чадамлых, хастарлых, упраза сирия баны гюнбул. Шамбада шагюнбади изрияла шанырди, вол сирияланах пулушса бір, ажата ховырда, шавюна ан базыр, ан зудрди. Вот Шамбада пшана галашы был Сирин школ, вот я на гибегех, вот инде ялди варианты, азер, ташта мускабра, я шамскада, и термилбек тузамбадыр. Шеняде землздесь, хайда пире экскурсии, когда цабадись, сценалар цабадись, яланах шенели. Вот копкели, кулар хешактадак шабахе, вот я ебу, копкели бельгережи бегей калашу. Каштурате зенге, сачекрень, Курзанде, хай Чувашский факультетинде проиграть курапта тубанда. Курза хамаджаны да класски загорит. Между дизайном в калкista время гашна сидатимте халя девхам. Вот тогда что гаш тижанда. Санумда гаймала, Чувашский факультетне халя привет серии. Вот сам бега дизайн. Минишанда анзудр Чуваш дюнне. Пачен юлмангр, между дизайн из Минишанда пачен булман. Сиринге яланах Чуваш дюнне. Сургут, есть город Сургут, столица Лифтяника. Там есть чувашская диаспора, очень мощная чувашская. И там живет такая прекрасная женщина, Татьяна Юрьевна. Она когда узнала, что я когда сказала, что там поеду, она говорит, вот ничего не могу передать, вот директор школы отдаю. Сургут с надписью «Петлявки». Может быть, как-то учеников не подаришь. Все, понял. Вот это Сургут красивый. Мантятуна, самому лучшему ученику за месяц или как там? Конкурс объявим в общем. Так, жаль, музыки не участвовать. Так,
Уважаемые коллеги, дорогие учителя, может быть мы, время уже и там, может быть мы ваши выступления включим вот в секционные занятия, которые мы сказали, продолжим, да? Если кто-то есть, хочет сказать, пожалуйста. Владимир Александрович, Мария Ильинична, Пардакканагунда Шугуш, Хорошо. Епхам синjalda журална. Пинде да просто ситмел 20-тымыш, ситмел 30-тымыш сулзанже шакшкулда вренне. Шакшкулда нагынде епхам камбуласыне де пылза духновул. Чувашской литературе учителя Любовь Васильевна Марсианова Пулушнебе. Эбир бізден вренеге незем. Нумай булмаз еврды плесімі бұлдыр. Хам учитель буласыне карамыш классранах пылнеға. Мілі предмет брендесыне Любовь Васильевна шул кудат саяды. Вот я бастывады Цуннебекте шак шкулда врене зүхне, Валентин Борфежун зүхне рисование учителінде. Пирин глаза бұрза, те классы кеде бұлнайынде был, те мінде бұзан эрне программе бе бұлнавал. Пирин глаза бұрза көккіл шинзен калаза бачы. Унчен эбир көккіл шинзен илтменде, пілменде, камнеде білмен. Шавын жүхне пірремір шхуд. Вот шитмел 20, шитмел 30 сузан жек. Көккіл ятне шеклес енебе Валентин Борфеж пушланы дезе калашшынынде. Мінлеле бұзасын қалықра нумайрақ көккіл шинзен пілтшір. Ажазем нумайрақ пілтшір дезе шутланынде бұл. Газетесіне зиткаларын сепшirse зиткалды ваттым шулда, виженного жинеті күмчеға күмбірі шутатя, көккілден. Романа так көккілден десінде. Вот шавында пушланныдайынды, оның хойын чунінде, черінде шак художник сене шеклесі, хамырдырықы шинзене. Шинзен нумайрақ пілтшірді зәтіржасы. Вот паңги күнінде шавын, он жүхнеги шыл күжін паянги денісіне бұрат біребір, Цуннебекте. Нумай ішлерінде ол, нумай бұғыт күші, нумай жүзім күші ішлерінде. Вот Валентин Борфеж тұрышныбегінде эбірде он жинжен илтірімір, эбірде он байынша сәме бұшларымыр тен. Ну, литература, искусство, культура, мажын хамжында ол ютмар, конда тұрғанда бірен жүхне Вишер метрлы сена ғажаты зем қылар аттымырчы, үгертікне де ғамырақ туаттымырчы, сыввине де ғамырақ жыраттымырчы, калавне де жыраттымырчы, пидейін череслі бұрнысчы, ұнжүхнеги бұғыт. Шамбада Валентин Борфеж ада таудывас келет, ұңғышынында Владимир Александрович, вот пажырудов ашыр сынақтағалары Владимир Александрович бек черлі шинзен бұлзасын, әбірден де айхи шинзен нумайрақ пілдеріне бұлыттымырчы. Айхи шинзен Айхи музейі бірін шкулда пұрға бұл. Унжінден тада да аңырақ білдерісізін чынақта Владимир Александрович бек черлішін зенгерлі. Музейі бірін бұл пұрынды Александр Васильевич Антонов тұрышнебе турымыра бір бұл бірін пүлім үнде музей айхи пүлімі. Тада аңырақ сарас келеді, аңырақ шағынбек мүледі бұзасын мероприятий, конференции земірттеріз келеді. Айхи улавы земірде шығабы земберін қашыны жулақ февраль үйгінже. Чеңге барақ жырманы ezерінде. Чеңге барақ жырманы. Хали бір жулаш кейгі жыл бұшынже жақ ковид сылтары бе бұла бөлінде. Үтченер. Юрт шырден ченме аптразады дымыр темірлі бөлінде. Аптразамда барламат бар. Ну, чынақта бұл конкурс айхи улавы земберін пиде анны ердей, тұнда районде Пуруш кулдан да бұчынашы, малдан малдан асылғастын жевренеген зенегіна, бұчындар әттіміртші қайран кәжін классемде, бұчына бұшларыш. Вот айхи творчествіне ұнланмашы тегенші үнчен. Хал кәжін классемде шағырдаттарза сывы қалашы айхи сывгізене. Малдан чываштағына қалаштар әттіміртші, қайран бұрыстылғы учителізем бұчына бұшларыш. Ondan sonra Ağılcan учителізімде Aykince Dırzaylасмар деріш хал номинация бұр бірін Ağılcan'la бұлағанзын номинацияйды. Шамбада Калашының да сарылзақ бұрат бұл айғы бұлағы.
Ну да ытларах Шагымбек Пылдерышлы республика жайынже, Кенже жайынже де мероприятие заметтерме пулат пулер тезушлат бар. Мәжінде замбирим бада кашны жулах. Нумай журан, нумай журан. Хоназым келеші бізіне кетсейлет бір, затсайрат бір, пілдерет бір, кыдардат бір, хамырға балаштарат бірінде. Ну, когына жиделіксір, сулық бұлдыр, малашны да ішлеме. Бакисты залара шақ-шағында экспромт сывы жүргізім жұралдыш. Көркіл айги дезі қалат бір, әбір тұван давралықра, тевішлібек мұнашланат бір, мұқтат бір қай пұжа дайзан. Талант тені тапса жулдықна, еврлықра пұжа усман, эндерсембе қай сауынат бір, мұны көрзем сире манман. Ну, это наши подчеркнули, Чувашские тебе будут среди негативные кружоки фильмы сильнейшие литературу кружоки. Перлейне, вот. Мана Ярзабама Идашин, сейчас увезли я бы хотели зайти зер, мелели будин Кларашин, хотя журналда. Вот. У парзадар вот плечи, турвадан, вамзаранда, синьялданда, перезисетели, чели, совоч, писатель. Это хаматор все можно говорить. Русские вредники, чувашские вредники. А да, русские вредники гамч. Будем куда сидеть, да? А вот сейчас говорят. Вот теперь как сама, мне если мне манадос, амбадан, мне говорит, я дома удара. Я говорю, интернет-бане, не хочу как мар. У вас надо что-то. Надо потом, вот это мы удара, как вода. Давай, мне блин, ужасно, ужасно, темно. Это кольцо на вам ударит. Давай, Так, юным артистам и юным экскурсоводам вам большое спасибо от участников художественного деятельности 1960-65 годов. Дорогие учителя, сердечное спасибо, чтобы наша школа была только лучше. Причем потому что мы хорошо понимаем, будут учителя, будут ученики. Ученики – это страна. Спасибо. Приглашаем. Мария Ильинична, снагата ден хамар учителя салмал курай. Возьмасан, все там добойся, потому что мне жабик похсад нужен, девце нужен. Спасибо тебе, маму жизни. Каши не ела, каши школа, сам сплеть телевидение Бузан, Мария Ильинична. Пойдем теперь Турган. Иногда Турган за Василий кажет, ты сам на куту телевизор, пойдем мне как-то. Все телевизор как куту мутить. Сам пойдем в школу, он говорит, похвастаю. Молодам oldu, hamşular Баянда, спасибо тебе. Сире, медаль не арпа, иги медалист пан, пирм хужумада. И тяжелее вам за хатизе. Спасибо большое, что вы здесь сегодня с нами. Надеюсь, что еще встретимся, еще приезжайте. Но у нас договор, как бы тут словесный был, что здесь и студенты будут. На пару дней. Да, очень бы хотелось, чтобы... В любое время организуем. Спасибо большое. Учитель, спасибо тебе. Спасибо. Картин. Да? Сейчас мы на клинчике. Картина кыргызского художника Жаныбека Суюнбекова, одного из ведущих молодых художников Кыргызстана. Вот эту картину он прислал, будучи участником заочно, когда участвовал в 14-м Копельском международном пленере. И он выбрал темой своей работы дубовую рощу, дуб. Почему? Потому что это священное место для чувашей. И вот он написал дубовую рощу.
Валентин Порфирьевич, я бы хотел вам вручить картину кыргызского художника Жаныбека Суинбека, чтобы эта картина хранилась в картинной галерее художников России, Белоруссии, Украины, теперь и Кыргызстана. Спасибо. Спасибо.